Каждый год в октябре нагайцы отмечают трагическую дату геноцида своего народа. В 1783 году власти Российской империи приняли решение избавиться от нагайцев на Кубани. Это было следствием присоединения Крыма и политики царских властей по переселению этого тогда еще многочисленного тюркского народа на Урал. Подавляющее большинство нагайцев, естественно, уходить со своей земли не собирались. Они подняли восстание и решили выбить солдат из занятых крепостей. В ответ войска под командованием прославленного в российской истории полководца Александра Суворова начали методично вырезать население нагайских аулов. Этому предшествовали указы самой Екатерины II от 1768 и 69 годов. Она предписывала калмыцкому хану предпринять активные действия против нагайцев, дабы всякий вред им причинить и не только обессилить, но и вовсе истребить. Официальные историки нередко объясняют огромное число жертв среди мирных нагайцев тем, что они якобы сами убивали своих жен и детей, чтобы те не попадали в плен. Однако в архивах найден прямой приказ Суворова, данный им подчиненным перед одной из карательных операций. Войскам отдыха нет до решительного поражения, истребления или плена неприятеля. Если он не близко, то искать его везде, пули беречь, работать холодным оружием. Именно тогда состоялась печально известная резня у местечка Керменчик. С тех пор 1 октября нагайцы вспоминают трагические события в мечетях и на траурных собраниях. Во время кровавой бойни 1783 года, по разным данным, погибло порядка 500 тысяч нагайцев. Более миллиона были вынуждены эмигрировать в Османскую империю. В Турции их потомки живут до сих пор. Когда Екатерине II рассказали о результатах экспедиции, она пришла в восторг от того, что нагайская проблема была полностью решена. На очищенные от тюрков огромные окраины расселили славян и немцев-колонистов.